Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам бесплатно по Вайберу, +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу, atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы видите сейчас на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи. АТР – это поможет нам продолжать работу на непростом информационном фронте. Я этот блок хочу начать со следующих новостей. Швеция может направить своих военных для учебной миссии в Украине в связи с тем, что Россия стягивает войска к украинским границам. Об этом заявил министр обороны Швеции. Я предлагаю вместе послушать его цитату. Звичайно, ми повинні бути відкриті для цього. Ми займаємося цим питанням, ми думаємо, що повинні його підтримати. Зараз усі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні. А це може означати, що Україна може відійти на другий план. Але Україна завжди актуальна. Наша солідарність завжди повинна бути дуже чіткою. Франция и Германия, в свою очередь, предостерегли Россию от попыток нарушить территориальную целостность Украины. Об этом говорится в совместном заявлении глав Министерства иностранных дел этих стран по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Внаслідок нового занепокоєння рухом російських сил і засобів поблизу України ми закликаємо Росію виявляти стриманість і прозорість щодо її військової активності. Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме тяжкі наслідки. Заявляємо нашу готовність до швидкої зустрічі та конструктивного обміну думками по суті. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для того, щоб досягти тривалого миру на Донбасі. Соединенные Штаты Америки также будут продолжать координироваться с европейскими союзниками и партнерами, чтобы реагировать на действия России по отношению к Украине. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів. Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі і не тільки з огляду на ці дії. Але сподівання – це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями и тижнями. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру в режиме онлайн по скайпу. Андрей Пиантковский, диссидент, публицист. Андрей Андреевич, здравствуйте, добрый вечер. Добрый день, Гульсум, добрый вечер. Андрей Андреевич, мы видим то, что происходит на границах с Украиной. Россия снова стягивает свое железо, происходит передислокация российских войск на границах. И, собственно, об этом уже на протяжении последних 2 недель предупреждают Украины представители западного истеблишмента. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, наконец, эту информацию и сказал, что на границах Украины более 100 тысяч российских войск. На ваш взгляд, что происходит? Я бы связал последние события и, наверное, острые дискуссии в Москве с подписанием 10 ноября в Вашингтоне, это поздно вечером, по Киеву и Москве уже 11 ноября, на мой взгляд, исторического документа Хартии о стратегическом сотрудничестве Украины и Соединенных Штатов. Никогда еще
Соединенные Штаты не подписывали документ с такими жесточайшими оценками в адрес России. Ну, я хотя бы напомню, это было бы очень долго перечислять, его можно увидеть в интернете. Ну, во-первых, впервые Соединенные Штаты за многие годы подтверждают свои обязанности по Будапештскому меморандуму. Второй раздел этой хартии озаглавлен «Security and Countering Russian Aggression» – «Безопасность и противодействие российской агрессии». Соединенные Штаты заявляют, как в государственном документе международного права заявляют как о своей обязанности противостоять вместе с Украиной российской агрессии. Заканчиваются все дискуссии. Вот Москва все еще ведет свои дискуссии с западными партнерами, сторона ли она конфликта. Ну, эта хартия пошла дальше. Там нет, Москва не называется страной конфликта. Там конфликт называется Russia-led, руководимый и инсценированный России конфликт. Это не некая сторона какого-то конфликта, а агрессор, развязавший военные действия. И эти слова, они подтверждаются делами. Вы же видите, каждый день в Киевском аэропорту приземляются самолеты с военным оборудованием, поставляемым Соединенными Штатами. Наверняка идет сотрудничество в области разведки, инструкторы, советники и те самые адские санкции, которые Соединенные Штаты давно уже обещали, еще во время весенних хороводов вокруг Украины, этого железа, как вы говорите, они уже официально обсуждаются сейчас с европейскими союзниками, чтобы те их подтвердили. А это, я еще раз напомню, это совершенно убийственные для путинского режима санкции. Это газовое нефтяное эмбарго, полное газовое нефтяное эмбарго. Ну, во-первых, закрывающийся, как уже просто один из мелких вопросов о Северном потоке, это просто. И плюс еще более страшное для них арест русского триллиона, то есть тех активов путинской верхушки, которые находятся в юрисдикции Соединенных Штатов. Это подрывает вообще и базис, и настройку этого мафиозного государства, построенного Путиным. Так что все предупреждения, они очень серьезные, они высказаны. И даже нейтральная Швеция уже присоединилась. Так настолько... что получается, Путин руководствуется логикой «лучшая защита – это нападение»? Я думаю, что, ну не знаю, что значит нападение. Если он руководствуется логикой, они все сдохнут, а я попаду в рай. Вот этой логикой он руководствуется. У него такое почему-то в голове. Но я думаю, что не все в Москве разделяют эту точку зрения. Вот я бы обратил внимание на второй важный документ последних дней. Это это через 3 дня после этой хартии последовал указ Путина о так называемой гуманитарной помощи. Да. Но это же фактически полная экономическая присоединение, интеграция РДО с Россией и самый главный шаг и к политическому. Но вот в чем значение этого? Ведь вся прежняя философия Москвы, как она пыталась изнасиловать Украину, заставить ее присоединиться к РДО. Вся ее прежняя деятельность была направлена втолкнуть этот военно-террористический плацдарм в политическое тело Украины, легализовать его в украинском правовом поле. Но поэтому она все время настаивала на особом статусе и так далее. Но это после этого были расчеты, что как-то они обдурят Байдена. Помните, они в Женеве Путин каким-то образом заставил Байдена сказать какую-то глупость про Минские соглашения и особый статус. Вот после подписания этой хартии они поняли, что все, этот путь окончен, этого сценария у них нет. Никогда Украина не сохранится, присоединиться к РДО, и никогда на нее не будет в этом отношении оказывать давление Соединенных Штатов. Потому что если раньше они хотели втолкнуть РДО в Украину, то вот этот указ показывает, что они уже отчаялись с этим планом и идут по пути прямой интеграции этих территорий в России. Я думаю, что вот так называемые умеренные, в чем суть сейчас разногласия в Москве? Путин рвется в рай, отправив остальных на кладбище, а вот умеренные прагматики, они, видимо, уговаривают его так.
война – это будет слишком дорогое для нас удовольствие. Давайте признаем эти территории, инкорпорируем их в Российскую Федерацию и продадим нашему населению как еще одну часть русского мира, вернувшуюся в родную гавань, как наше замечательное геополитическое достижение. И в конце концов, и после этого оставим в конце концов Украину в покое. Зафиксируем эту геополитическую прибыль. Но я думаю, это разумный с точки зрения их интересов план, но я думаю, что при живом политическом Путине это невозможно. Кстати, я это хотела спросить, собственно, чем это чревата инкорпорация Донбасса в РФ? И для России, и для Украины. Мне почему-то казалось, что этот статус-кво наиболее выгоден сейчас для России. Зачем ей инкорпорировать Донбасс и создавать новый дотационный регион, как, собственно, с Крымом? Он чем был выгоден для России? Он был выгоден тем, что Россия планировала расширить это ОРДО на всю территорию Украины. Что она добивалась от вас? Принять особый статус. То есть признать все эти два военных корпуса, спецслужбы российские. Все это станет частью украинского государства и пустить это в Украину, то есть разрушить Украину этим путем. Сейчас в Москве стало понятно, что это не проходит. На это Украина никогда не пойдет. И тогда два пути. А задача разрушения украинского государственного состава, это центральная задача с 20 февраля 2014 года. Прямая военная агрессия, во-первых, придет к огромным военным потерям, и как теперь выясняется, беспощадным совершенно санкциям со стороны всего коллективного Запада, начиная от Соединенных Штатов и кончая нейтральной Швецией. Тогда такие прагматики, они предлагают такой вариант: проглотить хотя бы часть добычи ОРДО. В этом случае все равно будут санкции, конечно, за такую инкорпорацию. Может быть, не такие убийственные, как в случае вторжения, но кроме того, это же будет громадным политическим поражением для Путина. Ведь вся цель подчинения Украины была для его режима сакральной. То есть Москва решает сейчас, как сказано в последнем документе, который вы процитировали, там было сказано дни и недели. Все решится в ближайший день. Да. Или все-таки решится на самоубийственное вторжение, которое, я уверен, приведет просто при сегодняшней такой небывалой концентрации Запада в этом, приведет к падению путинского режима, либо на такую частичный захват, инкорпорацию и попытку заморозить конфликт. Что скажете по поводу инкорпорации Беларуси? Можем ли мы сегодня, смотря и следя за теми событиями, которые происходят на польско-белорусской границе, говорить о том, что у Лукашенко уже абсолютно не осталось никакой независимости, никакой автономности от Путина, и, в принципе, уже де-факто тот аншлюс, о котором мы с вами неоднократно говорили в наших эфирах, состоялся? А это, кстати, вы подсказываете дополнительный аргумент для так называемых прагматиков. То есть сказать, давайте черт с ней с Украиной, все равно она ушла, давайте инкорпорируем Донбасс, да еще присоединим Беларусь. Это уже два больших. Как раз присоединение Беларуси смажет неприятные ощущения от того, что мы хотели проглотить всю Украину, а не удалось. Да, вы правы, Лукашенко по своей глупости пошел на этот конфликт для того, он рассчитывает так: я напугаю Запад, и они меня признают, они станут со мной разговаривать и легитимизируют меня. Он частично это добилась, звонила Меркель. Но только Меркель звонила не президенту Лукашенко, а херу Лукашенко она звонила, как известно. Поэтому, этим он ужасно отталкивает от себя Европу, и он уже не может маневрировать с Путиным и становится уже полностью его беззащитной жертвой. Единственное, что останавливало Путина, ему уже нужно переизбираться к 2024 году. И они хотели, что Лукашенко уже созрел, Беларусь уже у нас в кармане, пусть он там немножечко попрыгает, поиграет свою самостоятельность, если он не хочет быть минским секретарем обкома, а созреет окончательно 2024 года, как раз нам нужно к выборам какое-то громадное геополитическое достижение. Может, это провал с плана присоединения Украины ОРДО,
заставит их форсировать вот такое двойное возвращение в так называемую родную гавань Белоруссии и Донбасса. Очень тяжелый выбор для людей в Кремле сейчас, очень тяжелый. А что вы думаете относительно выбора Польши? Потому что складывается такое впечатление, что Польша тоже сейчас находится в неком цугцванге. С одной стороны, государственное насилие над мигрантами может быть крайне негативно оценено Западом, западными партнерами Польши, Европейского Союза. Мы помним, как это было в 2015 году. А с другой стороны, отсутствие политики сдерживания мигрантов и предоставления им возможности попасть на территорию Европейского Союза гарантирует возникновение нового политического кризиса на территории ЕС. Как вы думаете, есть ли шансы у Польши с минимальными последствиями урегулировать эту ситуацию? Я думаю, что, во-первых, ясно, Польша ни одного человека не пустит. Она защищает свою границу. А во-вторых, вы правильно ссылаетесь на кризис в отношениях Брюсселя с Варшавой в 2015 году. И в последнее время он по многим вопросам есть трение между Варшавой и Брюсселем. Но надо отдать должное Брюсселю. Они не использовали эту лукашенковскую гнусную провокацию для как бы дальнейшего давления на Польшу. Нет. Вот вчерашнее заявление Боррелли выражает абсолютно полную солидарность с позицией Польши. Эту цель ставили и Лукашенко, и Путина. Обострить конфликт между Польшей и европейскими структурами, но она не реализовалась. Разделяю властвуй. Да. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсагулно, что нашли время и подключились к нам в эфир. Андрей Андреевич Пьянтковский был с нами на прямой связи, диссидент, публицист. Продолжая тему искусственно созданного миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Сегодня стало известно, что группа мигрантов на белорусско-польской границе попыталась штурмовать границу Польши и забросила камнями польских пограничников. Те в ответ применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Об этом сообщает погранслужба Польши. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц выступил же в защиту Польши от критики вокруг укрепления границы с Белоруссией, призвал к новым санкциям против Александра Лукашенко. Об этом сообщает Der Spiegel. Давайте послушаем цитату. Наш партнер по ЄС зіткнувся із серйозною проблемою і потребує солідарності. Я думаю, що якщо польський уряд ухвалить таке рішення, ми не повинні критикувати його. Це дуже поганий диктатор, який втратив будь-яку легітимність. Потрібно працювати над тим, щоб у Білорусі відбувався демократичний процес. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский же провел телефонный разговор с комиссаром Европейского Союза по внутренним делам Ильвой Йоханссеном. Стороны подняли вопрос взаимодействия на фоне обострения ситуации на границе Союза. Давайте послушаем цитату. Ми розглядаємо ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії Кремля на послаблення Євросоюзу. Оцінка подій на кордоні з Білоруссю, країнами Балтії та Польщі дає усі підстави прогнозувати ймовірну ескалацію і нарощення нелегальної міграції на українсько-білоруському кордоні, у зв'язку з чим Україна посилює його охорону. А я рада представить следующего гостя, который присоединился к нам в режиме онлайн. Это посол Украины в Польше Андрій Дещица. Пане Андрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Дякуємо дуже, пане посол, что нашли время и подключились к нам в эфир. Пане Андрею, как сейчас в Польше, какие последние новости, как оценивают все то, что происходит на польско-белорусской границе, и понимают ли в Польше, что за тем, что происходит, стоит больше всего не Лукашенко, а Путин? В Польщі достатньо стурбовані цією ситуацією, яка склалася на кордоні. І, як ви знаєте, вже впродовж кількох тижнів, навіть місяців на сході Польщі введений надзвичайний стан в тих воєводствах, які межують з Білоруссю. Звичайно, ситуація є непростою. В Польщі
відбувається достатньо багато дискусій і в суспільстві, і в парламенті. І позиція польського уряду є достатньо твердою. Вони не мають наміру пропускати нелегальних мігрантів на територію Польщі, на територію Європейського Союзу. Як зараз стало все більше і більше відомо і стає все більше і більше ясно для спостерігачів за цією ситуацією, що і Лукашенко, і Путін причетні до цього напруження на кордоні і до дестабілізації ситуації в Європейському Союзі и на европейском континенте. То есть можем ли мы сказать, что Путин, в принципе, пытается играть на тех противоречиях, которые есть и были между Польшей и Брюсселем еще, в принципе, с 2015 года, когда Польша выступала против той миграционной политики, которую продвигал Европейский Союз? Ну, дивіться, я думаю, що там є досить багато цілей, які собі поставили і Путін, і Лукашенко перед собою ж в реалізації цього плану по, ну, скажімо так, реалізації плану міграційної кризи. І, по-перше, створюючи це напруження на кордоні, створюється велике протистояння і в самій Польщі, але також між країнами-членами Європейського Союзу. Деякі з них вимагають або хочуть за вирішення цього міграційної кризи гуманітарним шляхом, надання допомоги цим біженцям. Але деякі країни, як Польща і Литва, які також підтримуються деякими політиками, не допускають вирішення цього конфлікту чи тої ситуації шляхом пропуску нелегальних мігрантів, розуміючи, що цих мігрантів використовують. Натомість Путін зараз пробує виступати таким собі посередником вирішення цього питання, заявляє, що може переговорити з Лукашенком, вирішити цю справу, і таким чином до нього будуть звертатися за посередництвом і вважати своєрідним партнером, гравцем при вирішенні міграційної кризи, яку він сам і створив. Так само, як і Лукашенко, який зараз старається бути на рівні, ну, може не зі всіма європейськими лідерами, але принаймні пробує вести переговори з Німеччиною, таким чином показуючи, що він є легітимно обраний, и с ним потрібно рахуватися. Ну, такая чисто бизнес-модель. Создай ситуацию, а потом предлагай решение и продавай, собственно, это решение. Да, приблизно так от виглядає, що це і не просто бізнес-модель, але дуже така негуманна бізнес-модель, тому що використовуються люди, які насправді шукають притулку і які знаходяться в досить складній ситуації. Але їх використовують як зброю, і невідомо, які взагалі дальші плани собі поставили і Москва, і Мінськ, і по використанню цих людей, і по розвитку цієї кризи. А есть ли сейчас вот четкий консенсус в польском политикуме относительно того, как будет действовать Польша? Они будут идти до конца, стоять до последнего и сдерживать мигрантов, или же могут взять часть мигрантов на себя? Ну, на даний момент польський уряд займає достатньо тверду позицію про те, що вони не будуть пропускати нелегальних мігрантів до Польщі, ті, які все ж таки якимось чином, яким вдається перейти кордон, вони їх повертають назад до Білорусі. В Білорусь. Натомість опозиція насправді критикує уряд за те, що уряд не дозволяє незалежним ЗМІ, медіа бути присутнім при цьому в тих регіонах, бо надзвичайний стан не дозволяє висвітлювання цих подій, і перебування
засобів масової інформації в зоні, де введена надзвичайний стан. І тому зараз фактично опозиція, критикуючи, що уряд насправді не має досить серйозних важелів впливу. Тому все більше і більше польське суспільство переконане в тому, що позиция уряду є правильной. Да, вот, кстати, по поводу общества я хотелось узнать, как вообще поляки, как вообще граждане Польши реагируют на то, что там происходит? Ну, є частина громадян і представників громадських організацій, гуманітарних організацій, які вважають, що все ж таки можна прийняти цих біженців, можна надати їм допомогу, можна знову ж таки ввести певну диференціацію тих, які насправді потребують такої допомоги, надати їм місця в таборах для біженців. Але все ж таки більшість суспільства вважає, що розуміє те, що цих біженців використовують як своєрідну зброю, і тому позицію уряду підтримують. Пане Андрію, вы наверняка общаетесь с представителями польского истеблишмента. Дают ли польские политики Украине какие-то по этому вопросу рекомендации, возможно, наставления? И чем, собственно, вся эта ситуация, на ваш взгляд, грозит нашей стране? Ми проводимо постійні консультації з польською стороною, і відбулося вже кілька раундів таких консультацій. Перш за все, почалося з телефонної розмови президентів України і Польщі 2 тижні тому назад. І на минулому тижні відбулися переговори між міністрами внутрішніх справ України і Польщі. В понеділок відбулася зустріч міністрів закордонних справ України і Польщі в Брюсселі. Сьогодні відбулися трьохсторонні переговори координаторів Люблінського трикутнику, заступників міністрів закордонних справ України, Польщі і Литви. Ми обговоримо і обмінюємося інформацією і позиціями про розвиток цієї ситуації. І, звичайно, одне із рішень Ради національної безпеки, яке було скликане на минулому тижні під керівництвом президента, а потім частина цього засідання проходила у Луцьку. Це був результат цих переговорів з польською стороною, які, власне, нам рекомендують зміцнити наш кордон з Білоруссю, тому що один з сценаріїв, який розглядається, це можливість перенаправлення цих біженців в сторону України, якщо вони не зможуть пройти через білорусько-литовський чи білорусько-польский кордон. Можем ли мы говорить о том, что этот, собственно, искусственно созданный миграционный кризис Лукашенко, ну или руками Лукашенко, Путиным, в принципе, еще больше укрепляет взаимоотношения Польши, Украины и Литвы? Как говорил Ницше, все, что нас не убивает, делает сильнее. Ну, знаєте, це ситуація, яка загрожує нам всім. І виглядає так, що Путін і Лукашенко розпочали таку гібридну атаку не тільки на Польщу і Литву, але на Європейський Союз. І тому в інтересах і України, і Польщі, і Литви, але також всього Європейського Союзу, з яким ми асоціюємося, є проведення якомога більше консультацій і зайняття єдиної позиції, більше солідарності і зміцнення наших підходів до протистояння такій гібридній атаці, такій гібридній спробі дестабілізувати ситуацію в цьому регионе. И, пане Андрею, последний вопрос. В случае, если ситуация начнет выходить из-под контроля, в случае, если на польско-белорусской границе будет эскалация, готова ли, на ваш взгляд, Польша инициировать 5-ю статью НАТО о коллективной безопасности? Ну, я думаю, що спочатку Польща, напевно, буде пробувати задіяти статтю 4 колективного договору про колективну безпеку. Це мова йде про проведення постійних консультацій між країнами, які стали предметом агресії. І, власне, про це вже говорилося між
керівництвом Польщі, Литви, Латвії. Я думаю, що якщо би справді відбулося непередбачуване і цей міграційна криза і міграційна атака прийшла в якусь фазу збройну, то, звичайно, Польща би тоді звернулася до НАТО щодо застосування статті 5. Але поки що говориться тільки про статтю 4, про проведення постійних консультацій. Але навіть і ця стаття поки що не застосована, чи ця можливість не застосована, тому що Польща на даний момент дає собі раду сама, зупиняючи ці спроби нелегального перетину кордону цими біженцями і з боку Білорусі. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагуна, что нашли время и подключились к нам в эфир. Посол Украины в Польше Андрей Дещица был с нами.